В этом году при помощи Академии питания Министерство здравоохранения действительно изменило нормы, сократили потребление сахара до 15-20 грамм в день, хотя в успешных странах, которые реализовали успешно программы по здоровому питанию в школах, Японии и Франции, например, там все-таки норма составляет 10-15%, с учетом того, что дети все-таки дополнительно, кроме школы, еще едят вне школы, едят дома. Вот, и общая норма в итоге там выходит на 20-30 грамм в день, которые рекомендует ВОЗ. Также Минздрав утвердил нормы по увеличению доли овощей, сократил и полностью запретил переработанное мясо в виде сосисек, колбас, жареных продуктов. Насколько мне известно, также запретили наконец-то пакетированные соки. С одной стороны, вроде бы все родители могут выдохнуть и сказать: все классно, у нас теперь есть изменения, и наши дети будут здоровы. Но мне хочется сказать, что так, скорее всего, не будет, потому что любой закон, любые рекомендации, которые выдаются в учреждения, они должны сопровождаться соответствующими инструментами, которых у школ по факту нет. И в первую очередь это, конечно же, недостаточное финансирование на закуп продуктов.